В Сухумском офисе Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в эти дни предновогодняя суета. Время подводить итоги, проанализировать реализованные проекты, подготовить отчеты и наметить планы. Как и предыдущий, 2025 год был насыщенным и плодотворным. Реализовано более 20 проектов, направленных на сохранение культурного наследия нашей страны, развитие молодежного движения, популяризацию языка, традиций, укрепление здравоохранения и пропаганду здорового образа жизни и социальной активности. На данный момент мы занимаемся тем, что формируем план на 2026 год, в котором будут включены те проекты, которые хорошо себя зарекомендовали в 2025 году, и, соответственно, они будут иметь продолжение в 2026 году. Также хочется сказать, что в 2026 году у нас будет ряд новых проектов, которые мы тоже будем реализовывать. И продолжим наше плотное сотрудничество с нашими коллегами из Российской Федерации. В этом году в Сухумском офисе прошла презентация нового документального фильма «Абхерца». Это уже третий фильм, выпущенный при поддержке фонда Мыкзекова. Ранее уже сняты фильмы «Аймцакячера» и «Броня». Отдел по работе с местными отделениями успешно реализовал такие образовательные проекты для школьников, как «Аймадара», «Тайны истории», НВП. Также была проявлена экологическая инициатива, которая направлена на обогащение нашей природы путем высадки различных пород саженцев. Осуществлено более 30 выездов по линии проектной части и оказанию адресной помощи. В рамках этого года удалось поддержать более 20 инициатив от местных представительств. К примеру, при поддержке Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и фонда Экзекова в селе Чло удалось отремонтировать помещение, в котором запустили молодежный досуговый центр. В начале уходящего года отдел по образованию, социальной активности и здравоохранению провел диспансеризацию в селе Адзюбжа. Она охватила более 100 человек. В дальнейшем медосмотр подхватили врачи Минздрава России. Проект «Вечер в театре» также имел продолжение, в рамках которого учащиеся сельских школ посещали Абхазский драматический театр. Тренинги по основам социального проектирования проводятся командой Конгресса с 2024 года. В 2025 году он получил поддержку Общественного центра социальных инициатив в рамках проекта «Точка роста НКО Абхазия», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации. Наше сотрудничество с российскими коллегами позволило нам углубить этот проект с точки зрения того, что мы смогли увеличить сумму самих мини-грантов, организовать небольшой ремонт в одном из помещений в школе, для того, чтобы создать там общественное пространство, где дети смогли бы потом уже собираться, играть и обсуждать дальше свои идеи, коих у них очень много. В рамках этого проекта мы также проводили встречи с активными представителями нашего некоммерческого сектора, с Росмолодежью, с НО ЦСИ и другими представителями российских фондов, для того, чтобы наладить общение и для того, чтобы работа российских фондов в Абхазии была наиболее эффективной. Отдел по развитию молодежи и физической культуры в Гальской средней школе номер 1 успешно провел курсы по изучению абхазского языка. Занятия стали итогом тренингов по основам социального проектирования, реализованного командой Конгресса. Аймцакячера – один из масштабных проектов ВАГ. На протяжении 4 лет команда Конгресса последовательно развивает проект, расширяя его охват и значимость. Важным шагом стало создание в 2024 году Федерации национальных видов спорта Абхазии. В этом году был проведен турнир. За выход в финал боролись 8 команд в 2 возрастных категориях. Победителями турнира стали команда «Апсар» из Нового Афона и учащиеся Сухумской школы номер 5. В уходящем году информационный отдел подготовил более 1000 материалов, которые размещены на официальном сайте и социальных страницах. В течение года был подготовлен очерк о выдающемся спортсмене, коннике Харламе Симоне и 4 лонгрида, один из которых под названием «Новые вызовы, новые свершения» посвящен проектной деятельности Конгресса за 2 года. Кроме этого, мы расширили свое присутствие в информационном пространстве, открыв аккаунт в социальной сети Threads. Это первый аккаунт, который ведется на абхазском языке. В рамках проекта Google, где мы приглашаем друзей и партнеров Конгресса, отснято 24 интервью. Все беседы получились одинаково содержательными. Они несли в себе посылы о добром сердце, о трудолюбии, любви к родине,
культуре и ее традициям. Проект «Живое ремесло» пополнился 3 передачами. Они посвящены пчеловодству, абхазской кружке и кузнечному делу. В 2025 году ВААК выступил информационным партнером некоторых мероприятий, такие как гастрофестиваль, фестиваль «Мандарин» и музыкальный конкурс Алисы Гицба. Таким был уходящий год для команды Конгресса. Для всех заинтересованных вся информация о деятельности организации размещена на официальном сайте. Эсма Джикерба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.